Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах. Президент Аслан Бжаня навестил беженцев из ЛНР и ДНР в пансионате «Айтар», пообщался с ними и ознакомился с условиями их проживания. Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила регистрацию кандидатов в депутаты Народного собрания. Международные санкции, введенные против России, не отражаются на работе банковской системы Абхазии. Президент Аслан Бжаня посетил беженцев из ЛНР и ДНР. В пансионат «Айтар» Аслан Бжаня прибыл с руководителем администрации президента Алхасом Квициня и мэром Сухума Бесланом Ишба. Глава государства пообщался с беженцами и посмотрел, в каких условиях они живут. Подробности в репортаже Сарик Варасхелия. Приветствуя жителей ДНР и ЛНР, глава государства отметил, что руководство страны и столичная администрация сделают все необходимое, чтобы они чувствовали себя как дома. Мы вам благодарны, все нам нравится, за теплый прием. Спасибо вам большое. А мы вам благодарны за то, что вы живы, здоровы, находитесь у нас здесь. Мы очень рады тому, что мы вместе, хотя обстоятельства, которые вынудили, они носят, конечно же, характер тяжелый, тем не менее вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Спасибо. Просил бы вас не стесняться. Мы очень хотим, чтобы дети запомнили надолго их нахождение здесь, а потом часто к нам приезжали. Да. Очень рада, что мы здесь. Просто сердце болит, конечно, за наших, за мужей, за родителей. Очень переживаем. И надеемся, что скоро вернемся домой. Хочется отметить, что у детей школьного возраста есть возможность продолжить учебу. Аслан Бжаня посетил учащихся младших классов, которые занимались с педагогом в пансионате. Глава государства дал поручение создать все условия детям, которые захотят изучать абхазский язык. Как дела, ребята? Как самочувствие? Как настроение? Хорошо. Молодцы, молодцы. Вам нравится здесь? Да. Вы начинаете изучать в том числе абхазский язык? Вот, потихонечку начинаем. Президент побывал и в столовой. Шеф-повар рассказал, как организовано питание. Общаемся с родителями, что нужно для детей, что они приучены как бы делать это пюре картофельное, это суп-пюре. Да, понятно. То есть... Потихонечку можете приобщать к абхазской кухне тоже, старшую возрастную группу. Хорошо. Ну, если не захотят, конечно. Хорошо. Заместитель главы столичной администрации Автандил Сурманидзе сообщил, что 16 старшеклассников пошли в 6-ю Сухумскую школу, куда их доставляет специальный автобус. Что касается детей детсадовского возраста, есть договоренность с воспитателями, которые готовы приезжать в гостиницу и заниматься с детьми. С первого дня администрация города занимаемся детьми, женщинами, кто к нам сюда приехал, кто временно здесь находится. По мере возможности делаем все условия, чтобы им тут уютно было. Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля. Еще одна группа 2 марта. Всего на сегодняшний день в Абхазии находится 118 граждан Донбасса. Диана Головнева – одна из них. Приехала с 5-летним сыном. Дома остались муж и мама. Муж МЧС, работает, выехать нельзя никак, служит. Поэтому нужно защищать родину. Связь есть с ними. Очень сильно бьют. Киевский район очень сильно. Там несколько районов, прям конкретно, особенно возле аэропорта. Диана поблагодарила народ Абхазии за теплый прием и создание всех необходимых условий для жизни. Мне казалось, просто приютят, там все. А тут такой прием. Кормят хорошо, все для детей. И садик, и школа, и рисовать им дают. И игровую комнату специально директор нам сделал, чтобы ребенок хоть чем-то занимался. Очень хорошо. Я не ожидала, если честно, что так тепло. Вообще, на набережной тоже, когда были. Вы из ДНР, я говорю, да, мы с вами, мы держитесь. Помогаю, там, кто малому там, печенькой угостит, то еще что-то очень приятно, нежно. В Айтар приходят десятки писем от неравнодушных людей со словами поддержки. Чаще всего пишут дети. Их письма трогают до глубины души. Дорогие ребята из Донбасса, дай Бог, чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вашим старшим никогда не приходилось воевать.
Скорейшего вам возвращения домой. Мадулбаград, город Сухум, Абхазия. Сария Кварацхеля, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Беженцев из ДНР и ЛНР в пансионате Айтар посетил и министр туризма Теймураз Хишба. Он привез для детей подарки. Министерство туризма организовывает для беженцев экскурсии по достопримечательностям Абхазии. Теймураз Хишба отметил, что ведомство и впредь будет делать все возможное, чтобы жители Донбасса чувствовали себя в Абхазии комфортно. Министр обратился ко всему туристическому сообществу поддержать и принять людей по возможности. Я бы хотел выразить им благодарность. Это Гамисония, Агарба, Адлиба и Малания. Это 4 наших сотрудника, которые незамедлительно выехали в горячую точку и забрали оттуда людей. Сегодня они находятся в пансионате Айтар. Это тоже подведомственная наша организация. Руководство пансионата по поручению Министерства туризма делает все возможное для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Также я хотел бы сказать, что многие представители туристического бизнеса откликнулись. Мне сегодня буквально с утра было несколько звонков. Люди готовы оказать пассивную помощь. Пользуясь случаем, хочется обратиться ко всему туристическому сообществу Республики Абхазия. Поддержать людей, принять по возможности наши санатории, пансионаты должны откликнуться. Очень нам здесь нравится, мы очень благодарны в первую очередь всем жителям Сухума, которые не остались в стороне и помогли и вещами, и всем прочим. Здесь в гостинице Айтар очень тоже доброжелательные, отзывчивые, всегда готовы прийти на помощь люди. Здесь круглосуточно дежурят сотрудники МЧС, скорой помощи. Для деток были выделены памперсы, отдельное питание, да, соки. Была выделена комната, значит, игровая. Тоже местные жители и сотрудники рынка помогли игрушками, канцелярией, кто чем мог. То есть мы не ожидали, что в такие хорошие условия мы попадем. Мы не выбирали, куда мы будем ехать. Просто когда начались очень сильные обстрелы, соответственно, пришлось взять тревожный чемоданчик, который у нас с 2014 года, как говорится, всегда под рукой, потому что не знаешь уже, чего ожидать. И поехать. Мы готовы были к любым условиям. Для нас здесь работают и психологи, я говорю, кому нужна психологическая помощь, и йога, конные прогулки, экскурсии. Все для нас организовано, чтобы мы как-то могли отвлечься от всего происходящего там. По последним данным Минобороны России, за время специальной военной операции в Украине погибли 498 российских военных, получили ранения 1597. Потери украинской армии по российским данным более 2870 человек, около 3700 получили ранения. 572 человека попали в плен. Как заявляют в Минобороне России, в ходе операции удары наносятся исключительно по военным объектам, гражданской инфраструктуре и мирному населению Украины ничего не угрожает. Военнослужащие российской армии поразили 1612 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Коношенкова. Общественная палата поддерживает решение президента Аслана Бжани о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Об этом говорится в заявлении Общественной палаты, распространенном 3 марта. Члены палаты выражают морально-политическую поддержку курсу нашего стратегического партнера Российской Федерации по защите мирного населения от националистических формирований. Члены Общественной палаты присоединяются к оказываемой Республикой Абхазии гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР и готовы принять в ней участие.
Президент Аслан Бжаня поздравил председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения. В поздравительном адресе глава государства особо подчеркнул плодотворное сотрудничество между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Во многом благодаря вашим личным усилиям взаимодействие между нашими странами, обладающее большим потенциалом, характеризуется интенсификацией в разных сферах жизнедеятельности, говорится в поздравлении президента. Аслан Бжаня выразил уверенность, что существующий высокий уровень абхазо-российского диалога и понимания позволит и далее развивать взаимовыгодное межгосударственное взаимодействие. Председателя правительства России Михаила Мишустина с днем рождения поздравил и премьер-министр Абхазии Александр Анкваб. Подчеркнул, что вклад Михаила Мишустина в укрепление и развитие отношений между Абхазией и Россией высоко ценят в Абхазии. С удовлетворением отмечаем высокий уровень двустороннего сотрудничества во всех актуальных для наших государств сферах, которые обеспечивает российское правительство. Уверены, что такое продуктивное взаимодействие в полной мере, отвечающее интересам народов Абхазии и России, будет интенсивно наращиваться, говорится в поздравлении премьера Абхазии. Вопрос обеспеченности медицинских учреждений республики, задействованных в лечении коронавирусной инфекции, медикаментами и расходными материалами, а также показатели заболеваемости населения обсуждались на рабочем совещании у премьер-министра Александра Анкваба. Министр здравоохранения Эдуард Будба и главный санитарный врач столицы Алла Беляева констатировали заметное снижение заболеваемости COVID-19 и уменьшение общего числа стационарных больных. По их данным, на 3 марта во всех учреждениях находятся на лечении 94 пациента, из них в тяжелом состоянии 31 пациент. Министр отметил наличие запасов медицинского кислорода и доложил о принятых мерах по дополнительному формированию резерва. По информации руководителя Абхазфармации Рустама Адлиба, за 2 первых месяца текущего года медучреждениям республики выдано препаратов для лечения коронавирусной инфекции, в том числе дорогостоящих Актемра и Артлегия, на общую сумму 50 миллионов 812 тысяч рублей. Республиканское фармпредприятие продолжает обеспечение медучреждений и другими востребованными препаратами по линии гемодиализа и онкозаболеваний. Все лечебно-профилактические учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечиваются необходимыми расходными материалами. Премьер-министр Александр Анкваб указал на необходимость уделять особое внимание вопросу формирования резервов с учетом возможных изменений в ценообразовании на внешних фармацевтических рынках и поставка медицинских препаратов в республику. В Министерстве экономики состоялось расширенное совещание с руководителями действующих предприятий и финансовых служб подотчетных министерству, сообщается на сайте Минэкономики. Руководители РУПов представили отчеты о деятельности и отчитались по основным показателям за 2021 год. Были названы фактические показатели прибыли, объема производства, фонда заработной платы. Участники совещания обсудили прогнозы, которые необходимо сформировать на 2023 год в соответствии с подходами к формированию индикативного плана. Продолжаем выпуск. Согласно календарному плану подготовки и проведения выборов депутатов Народного собрания, Центральная избирательная комиссия Абхазии завершила регистрацию кандидатов в депутаты. О том, какое количество кандидатов зарегистрировано и насколько Центр избирком готов к выборам, в репортаже Эсмы Гуланзе. 123 кандидата в депутаты примут участие в предстоящих парламентских выборах. Всего было выдвинуто 133 кандидата, 118 от инициативных групп и 15 от политических партий. Один из зарегистрированных по 16 округу Дурыпшскому, он по личному заявлению мы регистрацию аннулировали. Как сообщил кандидат, по состоянию здоровья не может участвовать в выборах, в данных выборах. Что касается остальных, это вот Ашуба во 2 округе, Габня в 20-м, Кчач в 11-м, Косян в 14-м, Хурхмал в 27-м, Смыр в 19-м и Мироненко в 18-м. Они были выдвинуты инициативными группами, но документы не донесли. Поэтому срок вчера истек, и мы их выдвижение аннулировали. В 3 избирательных округах пройдут безальтернативные выборы, так как там представлено по одному кандидату. Они будут избраны при условии, что на участок придет не менее 25% избирателей, и абсолютное большинство из них проголосует «за». Это Пицунский округ, 10-й. Там выдвинулся зарегистрированный кандидат Хутаба. 14-й Цандрыпский округ – это Трапезанян.
И также 5-й Синопский округ – это кандидат в депутаты Ашуба. Вот. Самый большой округ на данный момент из зарегистрированных – это 7-й округ города Сухум, там 9 человек. Центр избирком уже получил рекомендации Минздрава республики и готов к проведению выборов. Мы подготовились к тому, чтобы 12 марта все избирательные участки, их 152 участка в Абхазии, 35 округов, были обеспечены всеми теми необходимыми средствами для того, чтобы защитить и наших членов комиссии, и население Абхазии. Это около 1500 защитных экранов, также около 70 тысяч защитных масок, санитайзеры, индивидуальные халаты для выездных урн. Дмитрий Маршан обратился к зарегистрированным кандидатам с просьбой проводить свою предвыборную кампанию в соответствии с законом, проявляя взаимоуважение. Все кандидаты, они информированы, по каким нормам они должны предвыборную агитацию проводить. И также хотелось бы обратиться к госорганам управления, также муниципальным органам управления, чтобы в агитационных мероприятиях тех или иных кандидатов, чтобы они не принимали участие, так как это запрещено законом. По агитационным мероприятиям в устной форме было пару обращений по тем мероприятиям, по которым не соответствуют, допустим, нормам закона. Но эти нарушения касались агитационного характера, но мы не стали их переправлять в прокуратуру или в МВД, так как нам удалось это на уровне Центра избиркома решить, договорившись с кандидатами. В целом Дмитрий Маршан охарактеризовал предвыборный процесс как спокойный. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Избирательный участок номер 1 9-го столичного округа перенесен в здание Дворца спорта имени Сергея Багапш по улице Ардзенба. Ранее данный избирательный участок располагался в здании детской поликлиники города Сухум. Которая голосовала именно на участке, располагавшемся раньше в детской поликлинике по улице Лакоба, дом номер 11, просим вас на голосование прийти к нам на участок по улице Ардзенба, дом номер 3, во Дворце спорта имени Сергея Васильевича Багапша. 4 марта в 21 час на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 12-го Гагарского округа. На прямой эфир приглашены Ахра Абишба, Дауд Агарба, Астамур Аршба и Самсон Демерджипа. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 19-го Гудаутского 2-го округа. На прямой эфир приглашены Астамур Ахба и Алхас Хагба. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. 2 марта в итальянском парламенте состоялась сессия, посвященная ужесточению санкций в отношении России из-за военной операции в Украине. Депутат Матео Дель Осса, который прежде организовывал конференцию об Абхазии в итальянском парламенте, высказался против этих резолюций и напомнил всем присутствовавшим депутатам и главе правительства об истории Абхазии, о ее борьбе за свободу. Выражаю свое почтение всем присутствующим в этом зале, всем коллегам, депутатам, у каждого из которых только хорошие побуждения. Я хотел напомнить, что организовал в парламенте Италии данное мероприятие, чтобы избежать этой эскалации насилия. Хотел рассказать об Абхазии, маленьком государстве, входившем в состав Советского Союза, ставшем впоследствии республикой. Почему я организовал это событие? Потому что Абхазия провозгласила себя государством. Только одного провозглашения недостаточно, и другие государства тоже должны признать его, как Россия. Министерство иностранных дел было против этого мероприятия, как и все политические группы. И мне было жаль не видеть так много парламентариев. Итак, что я могу сделать сейчас как инженер? Как инженер могу оценить написанное в резолюциях. В этих резолюциях есть несколько моментов, и некоторые из них положительные, а другие отрицательные. Итак, я в абсолютно самостоятельном качестве, в своем автономном и личном. Per il puro interesse nazionale italiano. Grazie. Deputato Fassino.
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации прошли консультации по вопросам многостороннего сотрудничества Республики Абхазия на пространстве Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба посольства Абхазии в России. В консультациях участвовали специальный представитель МИД Абхазии по евразийской интеграции Игорь Ахпа и директор департамента по общим вопросам сотрудничества МИД России Михаил Евдокимов. Действуют ли сейчас российские и абхазские карты на территории Абхазии и России? Повысится ли ставка по кредиту? Возникнут ли проблемы с выдачей российских пенсий? Ответы на эти вопросы в репортаже Гугуцы Вартания. Как известно, на многие государственные и коммерческие российские банки наложены санкции. И, безусловно, все эти процессы не могут не отражаться на Абхазии. Несмотря на это, как отметил председатель Национального банка Беслан Барателия, банковская система республики в силу определенных причин давно развивается в автономных условиях. Мы имеем корсчета с банками Российской Федерации, которая признала нас в 2008 году, с зарубежными банками. Банковская система Абхазии корсчетов не имеет, доступа к международным финансовым рынкам отсутствует, иностранные инвестиции в Абхазии на финансовых рынках также отсутствуют. Поэтому эта изолированность, в которой мы уже функционируем несколько десятилетий, она позволяет нам относительно легко, адаптироваться к тем условиям, которые происходят. Все работает в штатном режиме, все корсчета, которые есть у банков, в первую очередь рублевые, работают как обычно, движение денег не приостановлено, все нормально, и наши партнеры, естественно, заявляют о том, что никаких проблем не будет, так же, как и работали, так же будем работать. Однако платежи в иностранной валюте, а именно в долларах, могут вызывать вопросы. Но однозначного ответа, какими они будут, по словам Барателия, нет. Поскольку все очень динамично меняется, и будет видно, какие каналы останутся работать, какие нет. Но пока в данный момент мы работаем обычно в штатных условиях. Более того, я вам хочу сказать, что за 2-3 года банковская система наша окрепла, она стала более устойчивой, и все эти потрясения, которые происходят, будут легче происходить. В частности, например, с 2017 годом, когда мы вводили временную администрацию в Сбербанк, когда были очень тяжелые времена. Сегодня ситуация значительно улучшилась в банковской системе. Ликвидности достаточно, денег, наличности много, никаких проблем с обслуживанием клиентов, с банкоматами никаких нет. По банковской теме, по обслуживанию клиентов никаких проблем нет и не ожидается. Многих граждан интересует, будут ли вовремя поступать российские пенсии и не остановится ли этот процесс. По словам Барателия, пенсии будут выданы по графику. Я буквально сегодня разговаривал с представителями Пенсионного фонда Российской Федерации. Они заверили, что никаких проблем нет. Все в обычном режиме, по графику, который у нас утвержден. Пенсия будет приходить, и наши пенсионеры также будут получать российскую пенсию. Поэтому я хотел бы обратиться к пенсионерам, чтобы они не переживали. Все точно так же, как и обычно. И просил бы не нагнетать ситуацию, не придумывать разные истории, не распространять фейки, которые не имеют отношения к действительности. Что касается банковских карт АПРА, они продолжают действовать на территории России. Также функционируют в России и Абхазии карты, чьи банки попали под санкции. Никаких проблем с обслуживанием карт, как АПРА, так и карт российских банков на территории Абхазии нет. Вообще никаких. То есть обслуживается в полном режиме. Другое дело, что многие российские банки, как нам говорят клиенты, установили лимиты на снятие денег. То есть, условно говоря, если раньше гражданин Абхазии, который являлся держателем российской банковской карты, мог снять до 100 тысяч рублей, а сегодня установлен лимит, допустим, до 50 или до 30. Каждый банк самостоятельно устанавливает лимиты. Но опять же, это вопросы не к банкам Абхазии, а к российским банкам, которые лимиты устанавливают. Но тем не менее процесс снятия продолжается. Многие жители Абхазии являются пользователями российских банков. Глава Нацбанка отметил, что граждане, обеспокоенные нынешней ситуацией, массово снимали деньги с карт в конце февраля. Начиная с 24, 24, 25 и буквально 28, 3 дня, сейчас уже успокоилась, обеспокоенные тем, что могут возникнуть проблемы, наши граждане активно снимали наличность с банкоматов, то есть снимали деньги с карты, объем снятий доходил до 50 миллионов рублей в день. И второе, часть из них, видимо, стала пополнять карты АПРА.
То есть снимали с российских карт, пополняли карты АПРА, потому что безопаснее, зная, что деньги находятся в Абхазии. Карты российской платежной системы МИР тоже в абсолютной безопасности, поскольку это национальная российская система, тоже гарантирует безопасность средств на картах МИР. А карты Visa и MasterCard, на данный момент они работают. Как дальше будет, покажет время, но во всяком случае на территории Российской Федерации все эти карты работают. Поэтому, в принципе, такой серьезной проблемы не существует. Больше панических настроений и нервозности. Центральным банком России была повышена до 20% годовых учетная ставка. Это связано с тем, что банку необходимо поддерживать рубль, чтобы стабилизировать ситуацию. Это никак не отразится на ставках на кредиты в Абхазии. Мы пользуемся рублем, поэтому те проблемы, которые возникают у рубля, они, естественно, автоматически отражаются и на нас, поскольку мы находимся в рублевой зоне. Но у нас есть ставка рефинансирования, которая с 2009 года не менялась, она равна 12%. 12%. Учетная ставка в России 20%. Но в связи с этим я не думаю, что ситуация на рынке кредитования как-то сильно изменится. Все будет также в таком же режиме. Это связано с тем, что мы, как я говорил ранее, функционируем в относительно автономном режиме. Беслан Барателия добавил, что у автономности банковской системы Абхазии есть немало минусов. Они связаны с тем, что нет доступа к финансам международных рынков. Но в нынешней ситуации такое положение банковской системы позволяет менее болезненно реагировать на происходящее. Гугуца Вардания, Инала Гухава, Абхазское телевидение. По данным на 3 марта из Абхазии в Россию экспортировано 153 876 килограмм мимозы. Об этом сообщает Апснепресс со ссылкой на Государственный таможенный комитет. За аналогичный период 2021 года было экспортировано 227 385 килограмм мимозы. Посольство России в Абхазии сообщает, что в субботу 5 марта с 10 до 14 часов в консульском пункте в городе Гагра будет производиться выдача готовых российских загранпаспортов. Для получения нового документа необходимо предъявить имеющийся загранпаспорт. Посольство также информирует, что 5 марта прием граждан в консульском отделе посольства в Сухуме будет производиться только по срочным вопросам. 7 и 8 марта в связи с праздничными днями приема не будет. Итак, сразу после выпуска новостей на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 15-го Атхарского округа. На прямой эфир приглашены Алмазхан Барцец, Бадри Пиля, Валерия Сичинава и Иван Тарба. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 24-го Пшапского. На прямой эфир приглашены Ашот Минасян, Ашот Аксузян и Хачик Такмазян. И сейчас традиционно в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 4 марта на территории Абхазии ожидается облачная погода. Временами дождь, местами возможен дождь со снегом, туман. В предгорьях и горах снег с дождем. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем 3,8 тепла. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.